Ты, можно сказать, в какой-то степени и мою мечту сейчас реализуешь свою. Ну, я думаю, мечту многих наших и зрителей, и людей, кто... Ну, много, не, очень много пишут людей. Я же, честно говоря, сам такой же большую часть жизни был. Мечтал, смотрел на других. Ну, я всегда как бы такой светлой завистью мечтал. Вот когда-нибудь я стану богатым, когда мне получится финансовая возможность, когда у меня будет много времени, я тоже буду ездить путешествовать. А потом уже годам к 40, после 40 стал понимать, что, ну, так можно всю жизнь просидеть. Вот, и надо, ну, пускай какие-то материальные блага ты меньше у тебя будет, которые там всю жизнь можно бесконечно стремиться, всегда мало, да. Друзья, добро пожаловать в город Якутск. Сегодня у нас 30 июня. И к нам в гости приехал очень интересный путешественник, который родом из Якутска. На самом деле он приехал на свою родину в рамках своего большого путешествия. Вот буквально на пару дней, завтра уже уезжает дальше. И вот мы договорились с ним встретиться, и чтобы он немножко рассказал о своем путешествии, о себе. И вот мне захотелось поделиться этим с вами, потому что, ну, действительно, он реализовал свою мечту, которую вынашивал, я так понял, года 3. И вот это мне очень близко, потому что я тоже научился мечтать, чтобы чего-то добиваться, достигать. И это очень приятное чувство, когда твои мечты сбываются. И сегодня мы спросим лично у него, ну, какое-то чувство, когда твои мечты сбываются. Решили мы встретиться где-то, ну, подальше от больших дорог. Ну и на фоне Лены тоже, наверное, было бы интересно. Поэтому вот сейчас вот за 203 микрорайоном, там он меня уже ждет. И машин много даже там. Надо где-нибудь нам найти укромное местечко и поболтать. На улице жара, народ купается вовсю. Ой. Перед вами могучая река Лена, вернее ее протока. Город. И вот этот легендарный Toyota Hilux или Hilux. Ну, это привет. Англичане, которые все время привет. Они говорят Hilux, англичане? Они все, не, ну да, они, наши все Hilux. Что как колхозник говоришь, Hilux, Hilux, да. А мне тоже привычно Hilux, а когда в новостях сказали Hilux, думаю, что за Hilux? Это в салоне так говорят. Ну, я не знаю, я... Ну, Hilux как-то звучит приятнее или привычнее просто. Ну что, друзья, знакомьтесь, перед вами Альберт Северный. А как фамилия и отчество, кстати, полностью? Так, я Соколов, Альберт. Во всех соцсетях Северный. Для начала, добро пожаловать на родину. Спасибо. Альберт у нас с Якутска. Да, 17-й вырос. квартал рулит. Ага. Вырос же, да? Сколько ты здесь Да, прожил? родился, вырос. Мои родители приехали в 60-е годы ГРЭС строить якутскую в Сибири. Мама у него в Новосибирской области, отец с Алтая. Я родился в 69-м году и до 24 лет жил. Вот, элитный район, 17-й квартал. Потом уже уехал отсюда учиться и так далее. В Москву, получается, Нет, да? я сразу в Москву, я в Новосибирск сперва, на родину родителей своих уехал. Там учился, женился, развелся. Вот, а последние 10 лет, 11 уже живу в Москве. И так вот ты неожиданно оказался, Ну, следуя мечте на своей родной земле. не, ну я же вот, я не был больше 20 лет, и я в 16-м году до Магадана, ну вернее как мне сюда хотелось, сны постоянно, вот школа, бараки наши. В 8-летней школе 22 учился, это рядом где зал борьбы, там была деревянная 8-летняя школа, 22-я. Все снилось, и мне, ну, говорит, надо тебе съездить, там, ну, мы люди говорили. Я думаю, ладно, надо съездить, думаю, поеду на машине, я люблю путешествовать на машине. Потом уже такой, ладно, до Якутска доеду, что, остается там 2000 километров до Магадана уже проскочить, так уж поехал, так поехал. И вот 3 года я это тоже планировал, даже вот машину эту уже специально под это дело покупал. Приехал в 16 году, со всеми повидался, с одноклассниками, встретился с друзьями. Ну и вместо того, чтобы меня отпустило, как бы и больше сюда не хотелось ехать, мне наоборот опять хочется, я уже за 5 лет 4-й раз здесь. В Якутске. Ну а с таким автопутешествием, вот 5 лет последний раз назад было, и сейчас уже на машине опять сюда приехал.
Это же не первый твой опыт таких путешествий. Ну вот 5 лет назад до Магадана Ага, ездил. до я. Магадана. Ну, из таких, из крупных, вот почти один всю дорогу вот, с Якутска до Магадана и обратно до Якутска со мной друг детства. Случайно совершенно в Якутск приезжаю, он говорит, я в отпуске, бездельничаю. Я говорю, поехали со мной, и он со мной поехал. А так всю дорогу я ехал один. Ага. Мне одному нравится. Ну, я тебя понимаю, Я одиночка. немножко, да, мне очень нравится тоже так вот, я прям, ты, можно сказать, в какой-то степени и мою мечту сейчас реализуешь свою, но я думаю, мечту многих наших и зрителей, и людей, Ну кто... много, очень много пишут людей. Я, честно говоря, сам такой же большую часть жизни был. Мечтал, смотрел на других. Ну, я всегда как бы такой светлой завистью мечтал. Вот когда-нибудь я стану богатым, когда мне появится финансовая возможность, когда у меня будет много времени, я тоже буду ездить путешествовать. А потом уже годам к 40, после 40 стал понимать, что ну, так можно всю жизнь просидеть. Вот, и надо, ну, пускай какие-то материальные блага ты меньше у тебя будет, которые там всю жизнь можно бесконечно стремиться, всегда мало, да. Вот, и просто немножко пересмотрел свои взгляды и стал путешествовать уже. Угу. И у меня есть не то, что там я какой-то, что у меня не только дорогие какие-то путешествия, но и простенькие. Я волонтером там где-то напрашивался, еще. Так же, как вот ты в экспедицию сходил, которая мне очень понравилась, твой фильм классный. Тоже же ты поехал, тебя позвали ребята, а для тебя это фантастика. Также и у меня было тоже. Я на гонке на собачьих упряжках на Камчатке волонтером был, на ралли-рейд «Шелковый путь» волонтером был, на крузаке там возил журналистов, НТВшников. И таким образом еще получается, что больше путешествуешь. Вот. И, короче, как Затянуло, засосала паутина. Да. Ну да, это я тоже понимаю. А как вот это путешествие, вот расскажи вкратце это о нем. путешествие, в последнее время там работал, как и все люди, отпуск короткий, 2 недели на машине, все хотел туда поехать, сюда, и хотел вот и зимой сюда по зимникам поехать, приехать прокатиться, но все время короткий отпуск, жалко время тратить было. Сейчас, а вот эту экспедицию я 3 года назад увидел, как мотоциклист один, Анатолий Чернявский, такой крутой чувак очень. Проехал туда на Чукотку на мотоцикле, туда летних же дорог нет, вот. Проехал всю Чукотку и потом по Северному морскому пути ушел. Вот я увидел, и мне загорелось, стало интересно, на машине как. Стал изучать, смотреть, в интернете увидел, ну как бы ничего не нашел, что кто-то так ездил. Вот, да, туда ездят, там где-то местные там машины перегоняют, так вот, чтобы вот вокруг России проехать. Ну, стало интересно, вот азарт как бы такой появился. Ну, 3 года вот я это все с Анатолием списался, он мне тоже несколько советов хороших дал. И вот все это в голове держал, и вот весной этого года уволился с работы, там, ну, как бы просто... По обстоятельствам. Да, обстоятельства уже работа как бы кончилась там. Думаю, ну все, как бы и тут еще партнеры появились. И все, как бы, с женой посоветовался, жена говорит, да едь, я знаю, что ты, может, тебя свербит, и все равно тебе надо ехать. Все, решился и поехал, в течение 20 дней собрался, вот, ну, принял решение, что еду, через 20 дней я уехал из дома. Это оперативно, да, достаточно. Машина более-менее у меня как бы подготовленная, с основной же машины. Она была уже, по да? Мелочам, конечно, и спонсоров бы побольше найти каких-то, ну, кое-что, конечно, партнеров насобирал, не деньгами, а так вот. Бокс, там то, все равно же это копейка. Продукты, трекер дали бесплатно, трафик дали, вот спутниковый трекер, еще чего-то по экипировке вот помогли. Вот и все, и поехал, еду сейчас вот в Якутске. Еду завтра дальше, выезжаю в сторону Колымы. Расскажи про Колыму, ты мне вот рассказывал, зрителям будет интересно, что там все сейчас непросто, да, у тебя получается? Да, сейчас все непросто. Сейчас я еду, мне нужно сейчас до Симчана доехать, Магаданская область, это примерно 1500 километров отсюда примерно. И уровень воды низкий очень, корабли стоят, тут много груза скопилось. Нет, корабли идти могут, но они не могут идти при полной загрузке. И там сейчас большое скопление грузов, и мне немножко тяжеловато будет попасть на корабль. Но еду сейчас в любом случае, назад дороги нет, уже проехал 12 тысяч километров, интервью понараздавал. Да-да-да, здесь уже 2 раза, по-моему, да? Уже третий раз. А сколько городов? Еще я туда. Да-да-да. Ну, уже назад дороги нет, пацан сказал, пацан сделал. Ну, конечно. В общем, есть сейчас, сегодня решилось то, что если вдруг так получится, хотя я надеюсь, что я все-таки уеду на Чукотку на корабле по реке Колыма, то есть план Б, про который я пока говорить не буду. Вот. Но не хотелось бы до него затягивать, но будем пробиваться. Мне главное попасть на Чукотку. А там уже понятно, что время, ну, ждать придется, может быть, но уже раз я
100 дней заложил, там 100, и можно и 100 с копейками. Ну, а что там, да? Главное, цель. Да. Главное идти. Ну, удачи тебе тогда, чтобы все сложилось. Хорошо, что есть план Б. Да, Это как есть, бы, ну, появился, да. Появился. И ты же все фильм будешь делать, да? Ты снимаешь Да, это? я тоже снимаю, у меня блог. На есть, Ютубе, да, на выкладываешь? Ютубе. Есть и в Инстаграме выкладываю, и для Ютуба снимаю. Мгм. Альберт Северный называется, так и называется канал. Ну, я в описании оставлю тоже. Да. Чтобы кому интересно, присоединяйтесь к путешествию. Я вот сегодня посмотрел тоже твои, ну, вот, интересно так это. Да. С тобой прокатился по городам России У меня так, быстренько. конечно, поменьше подписчиков, чем у тебя. Ну, я Да. как бы не сильно не гонюсь, я в первую очередь начинал снимать для себя и даже не выкладывал ничего Мгм. этого. Что на память как бы, а потом уже меня надоумили, типа, почему ты не выкладываешь? Начал выкладывать. Ну, какое-то пошло, поехало. Такого, чтобы сразу выстрела не было, но потом какие-то ролики, конечно, были получше, уже заходили. Ну, потихоньку идет, тоже помогает, тоже уже все-таки благодаря YouTube, соцсетям кого-то приглашать начинают. Тоже. Все, короче, засасывать это все одно, в общем, ты понимаешь. о чем Ну, я конечно, говорю. да. Я также и снимать начинал чисто для себя. И поддержка зрителей, это, в принципе, тоже толкает вперед и Обратная мотивирует. связь есть, Это да. И что здорово. удивительно, сейчас всегда, куда бы я ни ходил, вот эти комментаторы диванные, ну сам знаешь, что это такое, какие бы ни были у меня там эти самые, вот, да, это, там, на перевал Дятлова сходили в феврале, ну вроде бы такое классное, на собаках, мороз нам еще там все равно, вот, ты похудеть не пробовал, там над собаками издевался. Они не понимают, что у нас нарты, мы не 200 килограмм, мы в полупустых нартах шли, мы с снегоходом заброску сделали, на 150-180 килограммов были продукты, корма, чтобы как можно легче собакам идти. Оказывается, я толстый, из-за этого собакам тяжело было. То есть у меня там 20-30 килограмм лишнего веса, я знаю об этом, да. Чего мне об этом говорить, я взрослый мужик. Но это так смешно. Вот. А здесь все пишут только хорошее, понимаешь? Я ждал, как бы думаю, да куда ты лезешь, да ты там утопишь машину, там Чукотка. Блин, ну один позитив в соцсетях, сейчас тоже там блоги снимаю на телефон, выкладываю. Очень приятно Мгм. и как бы прикольно. Все-таки хороших В людей душе. много тоже, да. это тоже. Хороших людей больше Больше, однозначно. да. Однозначно. Просто их еще плохо видно, надо их Все стараться. равно, стараться побольше их показывать, да? Где бы мы не были, что бы с нами ни происходило, всегда все равно люди помогут. Мгм. Тем более в Якутии, на Колыме, на Чукотке, подальше от материка, и люди лучше намного. Вот. Это Я это моё ощутил здесь тоже, 100%, так что вот, ну, душевность такую. Да. И вот знаешь, что мне еще вопрос очень сильно интересует? Вот Давай. расскажи о своих. Денежный. Не, денежный меня в последнюю очередь всегда интересовал. Вот свои ощущения, когда это же была у тебя мечта, 3 года ты ее вынашивал. И вот ты что, у тебя запомнилось твои вот первые часы, когда ты только выехал, вот Да, именно да. вот такое? Ну, я понял твой вопрос. Во-первых, сейчас я ищу как бы только в начале пути, да, можно сказать. У меня еще, я хоть 12 тысяч проехал, но по асфальту ехал. Вот первая же здесь трасса Лена, и у меня лопнула пружина, ну, подвеска уже 165 тысяч это прошла, и вот тут не выдержала, и пришлось машину ремонтировать. Я немножко про другое хочу сказать. Вот когда 5 лет назад, да, я ехал, у меня было мало времени. И я за 30 дней проехал 21 тысячу. И многие говорили, ну что это за путешествие? Ты как этот... Вот у меня была задача в Якутске побольше побыть, да? В Аймикон заехать, до Магадана доехать, там к бате на Алтай на могилку заехать, к матушке заехать, она еще жива была, царство небесное. Но я получил другой эффект, знаешь, когда каждый день, когда вот такие большие пробеги по несколько дней, там по 1000 километров в день, вот. Другой эффект, что ты как птица, получается, летишь над страной. У тебя в голове, да, вроде бы все замылено, но природа меняется, архитектура меняется, люди меняются, говор людей меняется, цены меняются. И вот когда вот месяц ты вот так едешь нон-стоп, вот у меня в голове потом, я не знаю, год-два, у меня и сейчас, наверное, такое ощущение, что я как птица пролетел над страной. Это вообще взрыв мозга произошел у меня. Сейчас пока эмоции, да, выезжал, когда про выезд, могу сказать, суеты было много, готовился, там что-то не получалось. И непосредственно момент выезда из дома, там, из дачи, из Подмосковья, ну, жена, смотрю, она хотя спокойная, все, она, вижу, у нее нервозность, и она немножко мне передалась. Я немножко так, все, хорошо будет, все, давай, поехал. И вот первые 100, 200, там 300 километров ехал немножечко, и вот потом постепенно еду, дорога, Отпускает, я еду, вот это, отпускает, и потом приходит такое чувство уже, ну там, что-то не сделал, это забыл, и уже по барабану, я уже еду, все, уже ничего я не поменяю, теперь все в моих руках, вот лишь бы там машина не подвела,
и все, у меня все будет хорошо. И вот действительно так и есть. Ну, немножечко поломалось, но это считаю, что ничего страшного. По подвеске, да, сейчас Да, якутские? пружина, Пришлось вот чинить. основная пружина. Вот. У меня загудел подшипник по дороге. Увидели, что шаровая одной слабина, а когда подняли на подъемник, увидели, что одна пружина треснула. Ну, говорю, 165, это австралийская подвеска Ромен. Она, вот 165 тысяч я на ней отъездил. Я на ней вот и Магадан гонял. Там. Все на Ну, одной, да? Да, да, вообще ни одной резинки, ни одной втулки не понимал. Ага. Вот все это время. Ну, вот сейчас пришлось передние пружины вот тоже эти усиленные поставить. 2 дюйма у них лифт. Тачдог поставил. Подобрали пружины. Все, остальное все сделали, как бы. Ну, машина поднялась немножко, пожестче стала. Ну, сбитенькая такая. Вот. Ну, дай бог, что это самая большая. Ну, вот и шнуркель еще поставил. Самая большая неприятность у меня будет. Дай бог, да. Кстати, плавно перешли к транспорту. Давай это Я Давай. хочу заглянуть к тебе внутрь, Давай, посмотреть, давай. как ты там обустроился. У меня там немножко не убрано. Спишь ты в машине в основном? Вещи. Да, я стараюсь. Холодильник здесь, спальные принадлежности, сумки, это там у меня в багажнике лежит обычно. То есть сиденья откатываю вперед, раскладываю. Вот, подушки у меня такие от дивана здесь вот лежат. Вот так здесь закладываю, и получается такой ровный полностью. А, вот квадратный? Сиденье убрано, сиденье потому что забирает где-то 20-30 сантиметров. И вот пол, ну вот зеленая подушка, вот так вот, и у меня По ровно. диагонали получается. ложишься, Да, да? и я 1,85 м. Нет, я 1,80 м полностью вытягиваюсь. А, полностью Хватает. получается, да? Да. И получается, здесь у меня холодильник, постельные принадлежности и самые необходимые вещи. На 18-20 градусов холоднее, чем температура окружающей среды. Но он на аккумуляторе работает, да? или как? 12 вольт. Даже когда стоишь, работает? Ну, он у меня включен, да. Не Ну, посадит? ну, на всю, нет, на всю ночь, конечно, но ночью я его выношу на улицу, ставлю. Ну да. И в нем, в принципе, там в основном консервы. Ну, если там огурцы, помидоры, что-то такое, ну, на 2-3 дня все равно как бы в прохладе. Долго, конечно, на нем и не заморозишь, глубокой заморозки. Вот автобокс, там такой стул, там всякие палатки, шатры, такое легкое. Я уже понимаю прелести автобокса, конечно. А я, да, уже у тебя увидел. Я вчера очень рад, что у меня появился. Так, Ну, ну-ка, багажник здесь здоровый, конечно. Здесь багажник. Ну, давай тоже. Здесь кухонные принадлежности, там горелки, газ, всякие посуда, продукты, вот 2 коробки. А дальше сейчас это масло надо туда убрать. Дальше у меня там для машины канистры, там всякие шарушки, там такое все, вода. Ну и здесь сумки еще сверху кладу. У меня точно так же в багажнике стоит. Да, классно. Вот газовая горелка простая, туристическая. Есть у меня еще вторая альпинистская такая, с кипятильным. Маленький, да? газом. Ну и там везу все всякие для машины, самое необходимое, зипы. Газончик вот у меня такой искусственный, я в палатке расстилаю. А, да? И на нем, да. В самой палатке или под палаткой? В самой палатке. Внутри, да? И у меня такие же коврики в ногах, посмотри. И там в боксе у меня пол застелен. Хорошо, не катается, меньше гремит. И песок, вот эта пыль, она там оседает, просто вытряхнул потом. На мойке один раз помыл. Не так сильно, да, Вот, ощущается? блин, милое дело, я вообще везде их использую. Слушай, надо взять на заметку. Ну-ка. Посмотри, что А это они прям для машины продаются такие? это делают, у меня знакомые, они занимались раньше этими газонами, и остатки от футбольных полей обшивают. Ну, там продают где-то, может быть, мне вот сосед подогнал. Круто. Мне нравится, и босиком разумся, босиком можно ехать. И как-то уютно. Ну вот машина особо. Ну вот по ней подвеска, у меня нет никаких дополнительных блокировок, все штатное, нету лебедки. Вот единственное, сейчас шнуркель поставил и водная подготовка, сапуны под капот вывел, чтобы в агрегаты вода не попадала. То есть ты планируешь по такому, да? Ну, через брод пробираться? Вот выведено. Там потому что несколько крупных рек, там нет мостов. Нужно будет, если высокая вода, тоже надо будет сапуны выведены с агрегатов. Это оттуда снизу. То есть могу вот смело, если просто так занырнуть, наверное, надолго. И покуда у тебя вода может быть? Ну, так. Прям так вот, да? Если можешь даже идти? повыше, то ненадолго. Ничего себе. Ну это хороший брод, в принципе, если оно вот так вот. Главное, на такой глубине снести может, если сильный поток, мне кажется. Да, но это посмотреть. Надо аккуратно. У меня как бы одежда такая, буду проходить с шестом, промерять, или там ждать какие-то машины, когда грузовые падут, на них посмотреть, фарватер выбрать. Ну, то есть тоже такое дело. И ты один же будешь там в этих местах? Да, вот сейчас со мной, я же не брал попутчиков. Брал попутчицу, у меня с Новосибирска до сюда ехала Светлана из Беларуси, но так как дорого, я
объявлял в соцсетях конкурсы. Я, конечно, не сильно люблю это кого-то брать, но финансы поют романсы, и она меня напрашивалась, не хотел брать женщину, но хорошая оказалась женщина, она автолюбительница, объездила всю Европу, там Казахстан постоянно мотается. И она со мной ехала до Якутска. Вот вчера улетела, Ленские столбы съездила, и все тут явки, пароли дал. Ее свозили, на лодке там перевезли. А сейчас прилетел друг детства, тоже с нашего Якутска, 17-го квартала. Он со мной поедет дней на 10, я не знаю, докуда он доедет, потом отчалит. Он именно Якутск хотел, 25 лет здесь не был, мы в детский сад даже еще вместе ходили. Причем он меня нашел через YouTube. Увидел, да, YouTube, случайно? Он в Ютубе забивался, у него тоже ностальгия, 17-й квартал. Помойки там, по помойкам, по баракам по нашим соскучился и увидел мое, как говорит, знакомое что-то, я говорю, знакомая морда. И написал мне, и вот так вот мы сейчас в Москве тоже общаемся, дружим. Плюс он сюда приехал, и вот со мной на какую-то... А, конечно, большую часть я буду ехать один. Там и по Чукотке, там кто это выдержит, там столько времени. Ну да. Ну и по Северному морскому пути очень тяжело, на корабли берут людей. То есть, если груз ты отправляешь машину, но людей они неохотно берут. Но опять же, надеюсь на помощь вот моих партнеров, а сервис, хорошие такие ребята, сказали, мы тебя, если что, оформим экспедитором с твоей машиной, и ты будешь спокойно в законе там везде ходить, как бы, может даже капитану подниматься, ты как бы сопровождающим грузом будешь, а корабль они полностью фрахтуют. Вот, ну, это пока на словах, но дай бог, что если будет так, надо все решать по кайф, ситуации. Да. что я буду по Северному морскому пути идти, это как бы тоже одна из моих таких хотелок была, что... Это же ты вот по карте, я у тебя хочу эту карту взять, кстати. Да. Сможешь скинуть, да, мне? Вот, Вот, так вот да, выехал я с Москвы. Покажи так примерно. Да. Ну, проехал вот, тут немножко тут критики были, да, что Байкал здесь надо было вот так пониже. Ну, это дизайнер так рисовал. А вот до Владивостока я уже доехал, съездил. Обратно вернулся до Амурской области, поднялся, вот, грубо говоря, сейчас мы в Якутске. И вот выхожу дальше, здесь уже Магаданская область. И Магадан где-то вот здесь находится, не доезжает там 500-400 километров до Магадана. Наверх, тут Симчан поселок немножко там. И вот река Колыма синяя, это вот по реке Колыма. То, что речные пути, да? Заброситься должен до поселка Анюйск. Здесь проходит как раз по реке границы с Якутией, здесь Чукотка. И вот здесь Билибино, Певек. А я должен идти где-то 600 километров до Эгвикинот поселок, куда так называемый летник есть. Летняя дорога. Больше там ни в Анадыре, ни на Муздежнево, только на вездеходах можно. На машине можно вот попробовать. Ребята на мотоциклах, там велосипедисты, я знаю, ездили. Эгвикинот, очень красивый поселок. Я там был зимой, когда участвовал на гонке на собачьих упряжках, тоже ездил в группе сопровождения. Причем такая смешная, там Эгвикинот такой красивый, такой немножко как на Норвегию похож, знаешь, такие домики, все там бухта прям. Он залив, на море же? Залив. Горы вокруг, залив Креста называется. Очень, это считается как Чукотская Сочи, знаешь, там вот Эгвикинот. И там мэр такой хороший мужчина молодой. И он такой, ну, добродушный, все, там, ребята, все. Я говорю, а я же к вам на машине собираюсь приехать. Он, да, на машине. Он даже всерьез не воспринял это. Да, ну, приезжай, конечно, мы всегда рады. И пошел такой, знаешь, я другому там человеку сказал, говорю, я же к вам на машине собираюсь приехать. И так на меня смотрит, типа, какой-то это блаженный, в какой машине он приедет. И вот, если у меня получится, я прям вот жду этого момента, когда я подойду к этому главе. Слава богу, он там продолжает работать. Скажу, ну я же обещал приехать, я приехал. Вот он я, да? Да, там на Эгвикинот рядом проходит тоже полярный круг. И недалеко от Эгвикинота есть знак пересечения. Там восточное и западное полушарие, и север, и полярный круг проходит. А, да? Это прямо там? Таких всего 2 места в мире. И там есть рядом от Эгвикинота, можно на машине, потом немножко пешком дойти до этого знака. Там установили знак. Такой, именно вот этой точки. Да, я буду стараться туда. И плюс еще недалеко от Эгвикинота, там 70 или 80 километров, поселок, который считается столицей чукотских оленеводов. Там самый большой совхоз оленеводческий. И тоже я вот зимой, когда на гонке был, собачий упряжь, познакомился с председателем этого совхоза. Как бы тоже там до них дорога есть, хочу туда съездить к ним тоже. Вот. Ну а потом обратно уже до Певека. Вот Певек здесь находится, и на нем уже буду вставать на корабль. Или до Мурманска, или до Архангельска, смотря куда корабль будет. Оттуда доеду до полуострова Рыбачий, это самая северо-западная точка России, куда можно на машине проехать у границы с Норвегией. И потом уже буду стараться, не заезжая в Москву, вдоль западной границы Карелия, Питер, и вдоль западной границы России доеду до Крыма, до Севастополя.
Вот. И вернусь в Москву. Вот такой план. И сколько километров получается это? Ну, я подсчитывал примерно на машине больше 25 получается, на пароходах больше 6,5. Это вот 6,5 плюс 25, да? Суммарно. И Примерно сколько? 31,5 тысяч. 42 региона, да? Там да, но я посчитали? тоже пытался подсчитать, это не точно цифра, но примерно 42, может быть чуть меньше, может чуть больше. Вот. Просчитывал, пытался, вроде 42 насчитал. Блин, я тебе сейчас, у меня слюнки текут, белой завистью. Особенно, что ты так хорошо про Викинот рассказал, у меня вот картинка ты перед в глазами была. Посмотри, ты Да? там вот эти горы, я-то зимой был, и залив, там когда солнце, там вода бирюзовая, причем на Чукотке такая плохая инфраструктура, ну кроме Анадыря, в Анадыре так более-менее культурен, еще Абрамович был, и в Викиноте набережная асфальтовая, вечером там фонарики горят, и ты вот по этому заливу, вокруг красивейшие горы высокие, на эти горы тоже можно подняться, ну как Норвегия отдыхает, Да? просто туда трудная логистика, и я прям предвкушаю, как я туда попаду, у меня даже там есть ребята знакомые, которыми я там подружился. Можно подзадержаться там. Да, я планирую, то есть туда я доберусь, я, конечно, там несколько дней побуду. Вот. В этом-то и преимущество, что ты вот не ограничен жестко по времени, ты можешь где-то там... Это в коем веке, Это ж это вообще первый в раз кайф. в жизни, это первый раз в жизни, потому что даже до Магадана ездил, у меня вот 30 дней, это тут там года полтора копил, 30 дней, как это, вот мне надо, мне до Якутска 8 суток или 7 суток херачил по 1000 километров в день, это же, ну это тяжело. Но с другой стороны, говорю, я вот почувствовал себя, как будто я вот такой коршун, лечу вот так вот регионы, Промелькали. 2-3 региона в день, 2-3 региона в день, 2-3 региона в день. Все меняется, нон-стоп такой, знаешь, и ты вот в голове просто у тебя, когда фантазия вот так разыгрывается, очень круто. И сейчас первый раз в жизни еду в такое большое путешествие, ни от кого практически не завишу, кроме как от воды, которая на Колыме сейчас низкая, не знаю как там. Ну, есть частные суда небольшие, вот вся надежда на них. Ну что ж, я желаю тебе удачи, чтобы, не скажу, чтобы все было совсем вот прям вот гладенько. Я как человек, который тоже старается снимать какой-то контент для зрителя, да, какие-то приключения, все равно любое что-то такое надо рассматривать не как препятствие, а как просто, ну, этап путешествия, который доставляет тебе какие-то необычные ощущения и удовольствия. Поэтому я желаю тебе, чтобы ты радовался от каждого момента, и который, может быть, кем-то был бы воспринят негативно ситуация, но чтобы ты ее воспринял позитивно, как приключение, и шел дальше, и достиг своего, ну, конечной точки путешествия. Я думаю, что у тебя это останется на всю жизнь, конечно, это. Ну, будем надеяться. Это... Спасибо за добрые слова, рад знакомству. Да, взаимно. Спасибо тебе за добрые слова, когда ты мне... Смотрю твои ролики, Ага. с самого первого ролика. Я вот когда узнал, что самый первый ролик ты смотришь, Да. я думаю, ну тут надо обязательно. Я Случайно не у очень меня так обычно. попал. А я, ну, у меня, если бы я не был отсюда родом, я, может, и не посмотрел бы его. А я смотрю, Якутия, там, как он называется, ролик этот. Я даже не Там помню. туман, мороз, смотрю, какой-то парень приехал в Якутск, рассказывает свои ощущения, ну, думаю, посмотрю, интересно. Посмотрел его, как-то, ну, с удовольствием посмотрел. Потом как-то опять он мне ролик попадает, смотрю, у него там просмотры хреначу, думаю, я еще опять интерес, как тоже начинающий блогер, ютубер. Думаю, надо же, блин, это, ну, парня поперло. И потом стал твои остальные ролики смотреть, как ты тут осваивал Якутию, как ты тут это везде. Классно, молодец, удачи тебе желаю тоже. Спасибо. Ну, меня тоже это и подкупило познакомиться, вот о тебе рассказать. Потому что здесь, ну, что-то вот это все твое путешествие у меня в душе тоже откликается тем, что, вот, ну, я думаю, что у меня будет когда-то свое путешествие. Конечно. Да? А вы присоединяйтесь Да. к Альберту, к его путешествию, подписывайтесь. Подписывайтесь. Канал я скинул ссылочку и поддержите. Тоже всегда приятно поддержать человека, потому что сам по себе знаю, насколько это важно, когда вот, ну, ты получаешь большее количество зрителей, которые могут тебя поддержать, следить за тобой. Это, ну, действительно так важный момент. Так что всем счастливо, Спасибо. Подписывайтесь, Альберт Северный. всем удачи. И канал Игоря тоже смотрите. Не забывайте, сейчас плохо смотрят летом. Выйдите, пожалуйста. Мы заблудились. Где это место? Вот это. Ну, в добрый путь. Спасибо. Комары, Якутия. Все, спасибо.